однажды был такой случай. Пришел сюда человек на службу и очень плакал. Вот прямо там вот на коленях упал и навзрыд. Я обратил внимание, подошел к нему. Говорю, что, в чем причина, что расстроенный. Он говорит: батюшка дорогой, это ж моя могила здесь была. Вот. В 1938 году я здесь сидел, меня присудили к расстрелу, но потом как-то вот перевернулось дело, и мне дали 15 лет. Ну и как он говорил, что вот здесь каждое утро расстреливали в подвале. Вывозились с камер и туда расстреливали. Как они там делали? Но каждое утро спускались сюда под низ и расстреливали. И там же трупы оставляли. Августа 1938 года работник КГБ Минаев вечером приехал к нам в колхоз и с председателем колхоза Бурштейном Мейером позвали меня к себе домой, и там они меня арестовали. И в Мозыре посадили в церковь, которая была полностью забита арестованными. Церковь была разбита на 6 камер с шалевочными досками. В камере примерно размером 18 квадратных метров помещалось 60-70 заключенных. Нас никуда не выводили с церкви. Нам не давали ни руки помыть, ни лица обмыть, ни смены, ни передачи, ни одежды, ничего. В чем арестовали, в том мы все время и проживали. Питали нас 1 раз в сутки. Баланды, так называемые по-тюремному. Ну, это похоже на то, как хозяйка помоет посуду. Народ опухший весь. Где-то не люди сидели в этих отбитых камерах у церкви. Это хуже скота. А часовые только сидели там наверху в церкви. И они не переговаривались между собой, а только пересвистывались. А у каждой камеры горела маленькая лампочка. И как только станут шуметь, заключенные крепко, так он с винтовки оттуда бьет право, в камеру стреляет. Мое дело вел Роговин, следователь, фамилия его Роговин, майор, НКГБист, бандит высшей марки. И он объявил, что я продаюсь к ответственности за контрреволюционную агитацию против советской власти. Арестовали моих 2 братьев, Антона и Болеслава. Антон работал конюхом, Болеслав на общих работах в колхозе. Оба неграмотные. Признали их враги народа. В том же году арестован был и моей родной сестры муж Климчик Павел Игнатьевич, и его брат Климчик Матвей Игнатьевич. Тоже расстрелян. С нашего селения из 96 человек, которые были арестованы органами НКВД, в живых я остался 1.
как они вообще, вот когда пришли, какие они обвинения? Вот, ну, как это все происходило? Ничего, никаких обвинений не пришли. И вот начался обыск. Всех нас заставили встать, чтобы мы все стояли. Мама как стала около печки, так застыла, пока и увели папу. Все, чтоб стояли, а папа попросил разрешения закончить дела. Сидел все время это, что-то подсчитывал, записывал, в общем, чтобы в ажуре мама на другой день или когда там сможет, сдала эти дела на работу. Ну вот рылись, искали, ничего они не нашли, ничего не конфисковали, забрали только всю переписку, какая была с родственниками, и документы все забрали. Некоторые фотографии забрали, и все. В 4 часа его увели. Ну, конечно, прощались мы тяжело очень. Я начала плакать, папе на грудь упала, а он, значит, сказал, только без слез, только без слез. Он же терпеть не мог, чтобы кто-то плакал. Только без слез. Через 2 недели, говорит, я буду. Вы что, во мне сомневаетесь, говорит. За мной, я, говорит, абсолютно ничего не чувствую. Недели через 2 я буду дома. Ну и ушел. Но мы уже знали, что кого забирали, никто через 2 недели не возвращался. Ни через месяц, ни через год. Каждую ночь собаки воют, и люди воют, и вот это уводят. Папа был 39-м. 39-й, не понял. По списку. Вот им надо было арестовать по плану аресты шли. Вот в эту ночь нужно арестовать столько-то человек. И пришел, значит, арестовывать очень хороший знакомый, председатель колхоза, ну еще 2. Так вот, мама на другой день пошла к жене этого председателя колхоза. А жена сказала, говорит, их же надо было 40 человек, мы его арестовали 40-м. Вот он приходил папу арестовывать, и в эту же ночью его арестовали, но уже на месте. А потом погружали на машину и увозили. Куда увозили, никто не знает. В 1937 году он был привлечен к уголовной ответственности, тройку НКВД, участник контрреволюционной повстанческой организации в 1936 году. Подготавливал вооруженное восстание против советской власти и восхвалял репрессированных врагов народа, в том числе, сказано в обвинении, и Тухачевского. И дело уголовное есть. Анкета арестованного, его допрос, где он признал себя виновным, и кара. Расстрелять с конфискацией лично ему принадлежащего имущества. И что приговор приведен в исполнение. Далее следуют уже другие уголовные дела. А вот скажите, место исполнения приговоров известно? Дело или нет? Нет. Вот очень многие граждане, обычно родственники репрессированных, спрашивают о месте захоронения, дабы отдать там почести, возможно, свечу зажечь в тот день, возможно, там венок положить. По крайней мере, в материалах уголовного дела эти данные не отражены. Здесь только решение и об исполнении данного решения. Я не приговора говорю, потому что внесудебные органы, решение. И найти трудно, но если на эту тему еще поговорить, как мы говорим, пофилософствовать, я вот лично считаю, что даже если бы и были известны эти места, то я сторонник того, что их нельзя было бы публиковать, что ли, объявлять родственникам. Почему я к такому выводу приходил? Мне кажется, что если бы удалось найти могилы всех, с одной стороны, казалось это правильно, с другой стороны, это повлекло бы новые смерти, люди не выдерживали б нервы, могли бы умирать там, и было бы некое паломничество к этим местам. Вылилось, может, даже не в манифестацию, в какие-то массовые шествия,
работах, наверное, пострадала от этого. Вот я так считаю, понимаете? Потому что очень массово, опять-таки, это равносильно, что вскрыть раны. Уже это ничего не дало, останки, 50 лет прошло. Вряд ли, что можно там, как мы называем юристы, идентифицировать, идентификацию произвести. Кости, все они одни, наполнены фосфором. Вот. Но и каждому хотелось, конечно, знать, твоего ли это отца кость, либо еще, если я считаю, что это массовые захоронения были. Не по одному же ведь, как христиан у нас хоронят. Конечно, это были массовые. Это ни к чему хорошему не привело бы, видимо, а к какому-то также бедствию. Но это мое такое мнение. Но это не потому, а действительно эти места неизвестны. По крайней мере, органам прокуратуры неизвестны. Я допускаю, что органы НКВД, то есть лица, представляющие органы НКВД, возможно, уже на пенсии. Вот. Некоторые знают эти места. Но, видимо, им выгодно не говорить об этом. Конечно, знают некоторые. А ці чули ви стрели? Ці чули, як це стріляли? Чи були ви там близько? Близко ж я ж ночью дежурила на ферме в совхозе. И это ж близко, это что на тяньки подводится к этому лесу. Через поселочек этой, и это и Куропатка. И голос, крик чула, и женский, и мужский, много раз. Выстрелы всякие, и шибкие, и по одному были. Первый раз я услышала, так у меня и фонарь из рук вывалился, и стояла сколько я. И нас слышала, было, что ходила колесом. Вот сторож как раз. Ой, говорит, сегодня была такая, говорит, ночь, целую ночь тягали, стреляли, говорит. Меня просто, думал, с ума сойду, аж волос дымом становился. Ну, подошли, вот где я вам показывал это. Ну, тут в этом месте где-то. Вот. Яма была, значит, так они просто наверху там лапками прикрыты были, открыли, посмотрели, лежат как селедка в бочке. Там немало от поля оттуплено было, а так кругом забор стоял. Высокий забор стоял. Ну, як детям так это и казалось, ну, метра 3 он был такой. Я заблудилась. И тут машина как раз. Вот как-то вот тут на горку. Машина. МК. Это уже Черный Ворон. Нет, и что это? С этих. Ага. Потом вылез один, выстрелил 3 раза вверх. А потом, значит, идет Черный Ворон. Идет Черный Ворон 1, 2, 3. И я подштыщилась под эту ель. Ель была такая расплатистая, там прямо як гнездо якое было. Может, в самом деле волки водились, черт их знает. Ага. И я зашилась, притулилась до этой елки головой и только землю вот так скубу со страху. Вы знаете, и укисилась. И по большому все сразу. Ага. Ну и, а тут, главное, я бы еще так не испугалась, если бы эти люди не просились. Я еще не соображала, что-то их стрелять будут. Я ж не соображала.
А потом они, значит, к яме, и сами сзади. И тут это они: «Люцы мои, дорогие мои, за что нас? За что, люди добрые? За что нас? Деточки, прощайте!» И тут пух-пух-пух-пух, вот так горох на сковороде. Падают. Боже мой, я носом зарыла, не веру. И опять, вторую машину подгоняют, опять вынимают их, выходят. И тоже одни те же песни, одни. Женщины были среди? Были и женщины, были. И вот им развязывали руки, что я... Только что у женщин, вот мне впечатлилось то, что волосы прямо такие растрепленные, прямо аж, то ли от расстройства, то я понять даже не могу, почему их так уже, тены уже их там наказывали, били, что я не знаю. И же больше всех, вот, мужчины не так кричали, как женщины. Коли им развязывали руки, яны проситься починали одразу. Нет. Ой. Они просили всегда пока развязывать. Ну от кожен день стріляють, кожен день у хаті ви чуєте. От нечто ж думали? Что ты? А теперь их стреляют, что ты будешь думать? Может, так и надо? Откуда я знаю? Допустим, теперь будут стрелять. Может, так и надо? Ну, знали же после, Да. почему это... После знали же, могилы там лежать. А что там думать, черт тебя знает, Раз что увидели думаешь. людей, значит, привозят, бьют людей. Ну все, вот поэтому стреляют. Не, ну это ж человек, это ж не Парсюк. Да, а что Ну, все сделаешь? ж таки. Кто возит? Возят же высокие люди. Ну так серед високих же так само бувають. Ну, бывает. Ще кажуть, чим вишейший, тим більше мерзотник може бути. Ну так а что сделаешь? Ну что можно сделать? Сказать, что вы делаете? Так и тебе... И теперь, может, что-нибудь делается, а черт тебя душу знает, Да. что. А что мы можем знать, что делается? На этом, на Горном Карабахе, допустим, что делается? Там что же, наверное, кого-то стреляют, кого-то в тюрьму садят. Зачинщиков, что, Да. которые против. Власти глядят. есть органы насилия, да? Что захочешь, то и сделай. Так ли нет? Ну что вы добьетесь сейчас? Вот поговорили и все. Ну что легче от этого? Я бы уже этих костей не нарушал бы. Пусть бы лежали спокойно люди. Тады гэтыя, што забівалі, скажуць, што нічога не было. Вот забили б вашего А что? батьку, может, Хорошо. ничего не было, и теперь Ну пошли что стрелять. толку за это, что вы его нашли, ему уже 70-80 год, наверное. Ну як, по-вашому, трэба гэта рабіць? Вот некоторые кажуць, што не трэба там, хай якое. И я бы сказала, что не треба. Что оно даст? Ну что оно даст, скажете? А што трэба, каб дало? Что прожили, так прожили. А что еще будем жить, Бог ведает. Так але ж яшчэ і маладыя павінны жыць, яшчэ ж і за нами, і за вами. Я за это ўсім. знаю, но да кажется, что молодым это поможет. Что-то поможет. Там же шмат маладых людзей пастраляли. Таксама іх жа обманывали, кругом же песни спевали, что все добро. Сейчас напомню, в каком-то классе. На дубу зеленом, да на тем просторы два сокола ясных вели разговоры. А сокол этих люди все знали, первый сокол Ленин, второй сокол Сталин. Ох, как первый сокол со вторым прощался, он пересмерным словом к другу обращался. Сокол, ты мой силы, час пришел расстаться, все труды и заботы на тебя ложатся. А другой ответил, позабудь тревоги, мы тебе клянемся, не вернем с дороги. И держал он клятву боевую, делал он счастливой всю страну родную. Вот. Это я учил, не знаю, в втором или в третьем классе был. Про Сталина ничего, я говорю, про Сталина все было хорошо, ничего. Стихотворение все учили, или до войны все было как и ничего. Предательство было и все. Предательство. Да, а что ж?
Может, Сталин и не знал об этом, я говорю, подчиненный. Ну, страшно, наверное, это предательство. Столько людей. Миллионы же людей забили. Ну, них не немцы стреляли. Своя, выходит, стреляли? Ну, а не немцы. Это как немцы, кстати, уже люди, может, узнялись, вот война брали, пошли где-нибудь оружие доставали в лес. А это ж было. Так выходит, это еще страшнее, коли свои стреляют. Свои, ну, стреляли, вроде бы так и положено. И что это была за цель такая, скажите? И как была цель у людей? Кто у нас самый главный был во власти? Сталин? Сталин. Неужели Сталин один руководил? Да Сталина еще было много. Один Сталин бы не сделал это. Значит, видать, некий порядок был? Да, это порядок. Який дозволяв людей. Разве можно вспомнить порядком? Да не дай Бог. Как бы это немцы робили. Ну, так сказал бы, ну что ж, немцы. Правда? А того. Свои. Ученые. Жил я и вырос в деревне Гошеве. Было у нас тут много комсомольцев подполья в Гошеве. То Гошева уже славилась, что за Советский Союз стоять. Агитировали тут и старых, и молодых. Вы тоже комсомольцы? Да. Но после душа не выдержала этой польского гнета, оккупации. И решили, договорились, решили идти. Тогда было очень популярно идти в Советский Союз. Считали, что наша родина там, а не тут.
Ну, договорились и ушли. Ну, перебрались на другую сторону, шли и вышли на поляну. Ще мы не дошли метров 50, два пограничника в этих буденовках за сосной стоят, один за одной, другой за другой. Стой, кто идет? Говорим, свои. За откуда? Говорим, ну, с Польши. За мной, один вперед, другой сзади. А там погран застава была. Собаку посадили тут у воротах. После давай вже по одному звать на допрос. Вот первого там Красовского взяли, после пришел он оттуда, каже, ребята, каже, куда мы попали? Черт тебя знает, что, каже, может, это не Советский Союз, может, мы попали до гестапо. Не может быть такого. Ночью меня взяли на следствие. Следователь допросил. Предъявил сразу, мы будем вас оформлять так, как шпиона. Я ему говорю, так, а что такое значит шпион? А, ты не знаешь, такое значит шпион? Зараз знаешь. Разувайся. Ну, наверное, я разулся. А он берет лапку, вот ножку от этого стула, круглую, такой, как и зараз есть, за ногу и давай меня в ногу. В одну, после вторую. Сколько он бил меня, я не могу сказать. Но я очнулся уже в коридоре. Когда я очнулся, и думаю, что я мокрый, что я в коридоре каком-то нахожусь. Стоит надо мной 3 солдата. И говорят, фу, говорили, что уже он мертвый. Смотрю, жил. На следствие не водили, не трогали, не мог ходить. Дней 10. Когда я уже стал ходить, то я подошвы эти подрывал на ногах. Отбили их. Ну, а через дней 10 вызывает же таки следователь, тот самый. Ну, что будем говорить? Ура, что я знаю говорить? Я же ничего не знаю. Ну, будешь подписывать, чи не будешь? Говорю, так это же ложь, неправда. Никто нас не посылал, никакими намерениями не пришли. Пришли, чтобы здесь жить и учиться, помогать. Наши же братья тут, Советский Союз, мы комсомол, подполье. Чего мы так бы не шли? А мы хотим здесь работать и жить. Ах, это все выдумка. Это вас научили так. Польская разведка, то вас научила так говорить. Мы слыхали, как было. Потому что наша камера женская была на углу. То некоторые раз закроют вентилятора. То не слышно, как кричат. А некоторые раз нарочно откроют, как мы слышали. И нам все слышно. Мене не били, не хочу врать. То она спросит, чи ты слыхала, как бьют? Отвечаешь, слыхала. Ну вот то и тебе будет, если не подпишешь. Ну я и подписывала. То что было написано, что я знаю, они нам не читали ничего. Если ничего не поддается, стоянку ставлять. Стоянку ставлять, и бойцы меняются, и стоишь, не спавший. В общем, начинает ноги пухнуть. По пояс опухнуть ноги, ты падаешь без сознания. Без сознания падаешь уже туда, тебе ноги отказывают. Тогда опять в камеру тебе все оттухло пару дней, 4, и опять на то же самое. Ты даже решаешь, сколько же можно мучиться. Но вы подписали, да? Подписал. И после берут подписку вторичную, что мы тебя не били, что ты добровольно подписал. Все. Так а в Минске тоже били там тебя? А как же? Допрашивали, и били, и руки выкручивали, и Сахарчик то на аппендицит умер, не оказали помощи. Умер прямо в камере там, да? Да. А кто еще там умер, вот вы говорите? Вот ему, чтобы мочевой пузырь разбил следователь, то ударился по его сюда и прямо в мочевой пузырь, и
Лопнул и скончался хлопец. Тоже в камере умер, да? Да, никуда его никто не брал. Но фамилию вы его не помните? Нет, не помню. Ну тогда перейдем. Когда вас судили, что за суд, расскажите был. Вызвали нас, выстроили всех подряд, девушек и нас. Ну и зачитывают нам наши обвинения. Мы стали говорить, что это неправда, мы же били нас. Вот. Ну, суд и шел минут 5. Суду понятно, суд удаляется на совещание. Все. Через 5 минут выходят, зачитывать. Вот. Высшие меры, высшие меры, высшие меры. После через яку неделю приехал начальник. Вызвал меня одного. Говорит, ты пойдешь в польскую армию служить. Я говорю, я с Польши бежал. Что я чувствую себя там дико. Ну, ты знаешь их язык, ты служил в польской армии. Вот нам свои люди надо среди них. Будешь докладывать. Вот это поляки, это ненадежный народ. Реакционеры, присутчики. Скажу, как мне противно не хочется. Что мне это польская армия? Так ты понимаешь, ты же, мы тебя знаем, кто ты. Ты нам поможешь много. Скажу, ну ладно, так и быть. В одном месте не пропал, то в другом пропаду. А с остальными что? Остальные пошли в расход. Можно еще один вопрос? Скажите, почему закрыты архивы КГБ для ученых, журналистов, для родственников репрессированных, наконец? Имею ли я, например, право ознакомиться с интересующим меня делом тех лет? Я отвечу на ваш вопрос. Вот на мой личный взгляд, это делается правильно. Во-первых, если к правовой основе этого вопроса подойти, то по закону и тогда, и сейчас, тогда меньше всего говорить, вообще не знакомили, правом ознакомления с материалами дела пользуется сам обвиняемый или осужденный. Так в законе он пользуется правом. То есть сам репрессированный, либо его адвокат. И то записано, это в момент окончания следствия, а не после того, как его осудили. Мало того, пусть это можно как исторически, допустим, ознакомиться, но представьте, если будут родственники, вначале давайте родственникам, не журналистов, мы их будем знакомить. Разный уровень развития, разная грамотность, они начнут выписывать, начнут что-то оспаривать, возможно, здесь обмороки, будем звать скорую помощь. И самое главное, возможно, месть. Он найдет здесь показания свидетелей, кто уличал его отца, либо брата, давал показания. И он вспомнит, что эта бабулька еще жива, либо ее сестра. Да на рогатину поднимет. Что касается журналистов, это братья пишущие, то я просто не верю и в объективность, я просто не верю, что они правильно политически, что ли, или социально осветят данный факт. Они где-то сгустят краски. Это обязательно, уже это имеет место сейчас. А вы помните, як вони приїхали, що вони говорили вашому батьку? Ничего они не говорили, ворочали хату, часы у нас стояли, так они еще спросили, чего они стоять. А батька говорил, возьми, пусти, может, у тебя пойдут. Вот и все, ничего не говорили. Один у синем шинели, почему-то это НКВДская некая форма. Другие такие, не помню в чем, а третий стоял что штыком у дверях. А вы помните,
У чым бацька быў адзеты, маці, які... Все помню, як же, все помню. Як батька бобрыковое пальто, каракулевый воротник, кожаная шапка коричневая с серым цигейковым мехом. Ботинки с галошами, тогда ж грязь кругом была, очки. Мама в тапочках пошла, бедная. Осень уже была глубокая, холодно. Она знала, что она на смерть идет, потому что всех забирали тогда на смерть. Всех забирали. Галина Степановна, а як вы думаете, что з імі сталася? Я знаю, что их расстреляли у Куропатах. А як вы даведаліся, что там бацькоў расстреляли? Все ведали. Да, Гришка Батян, там он жил у Цне, Григорий Иванович Батян, тоже сацны, мой батька сацны. Вот. И он похвалялся у деревни, что и он стрелял сам Жуковских. Я знала, кто. Что, працаваў в НКВД? И он працавал в НКВД и ходил по нашей улице и видел меня, малую, 13 лет, вечно на меня глядел, как на звероныша. У его морда такая была, как у фашиста. Высокий, у серой гимнастерки, с портупеем, с этим вот. Ой, гадкий человек. Так и он похвалялся... Похвалялся, что он их сам стрелял. Галина Степановна, а вот как вам удалось его споткать? Я б его убила. Убила бы. Все, хоть чем попал, я б его убила. И все. Потому что я уже не человек, я труп. Вот я б такого человека за ноги повесила, наверное, самой сосне. И хай бы он повисел, покуль кончился. Ну вот гэты кончыўся, а потым другія людзі падумалі б, што трэба за гэтага таксама адпомсціць. І павесілі б другіх. І так без конца магло б адзін аднаго вешаць. Ну да, но все ж таки, если знали точно, что яны были там, так что с ними робить с такими людьми? Разве их можно считать за людей? Вы знаете, здесь были Залецкие, и их хотели раскулачить, считались как богатые уже. А вот этот Батян был уже, считалось, бедная семья. И они тут кинулись, все это уже бедняки у партию и все такое. И вот за этой Залецкой Катей два были погонщики. Один, значит, хотел я замуж взять, и другие. Ну, и она согласилась идти именно за Батяна, потому что и он был уже коммунист, и она, значит, просто, чтобы сохранить свою семью, мать у нее старушка была, и это самое, еще, наверное, кто-то был из меньших тоже, чтобы сохранить свою семью, чтобы не раскулачили, и она вышла замуж за Батяна. Правда, он был красивый, и я помню его еще, высокий, красивый такие. А вот скажите, деревни знают у вас, что вы служили здесь, да? Ну, знали, приблизительно знали, что я работаю в органах, в НКВД. А кем я работаю, чем я работаю. Я когда женился, я здесь редко и был, очень редко в деревне. А жена знала, где вы работали, да? Приблизительно знала. Что знала. значит приблизительно? Знала. Одну смену я работал как выводной, водил на допрос из допросов, а вторую смену стоял у камеры. Камера заключенных. Ну и вот что я видел. Видел, как увозили на расстрел. Видел даже кого, самого Голодеда видел. Голодед сидел в городской тюрьме, его мы привезли, и я его водил на допрос. Завели его на 5-й этаж, с которого он прыгнул и разбился. Ну дальше водил на допросы, но люди были такие измученные. Правда, некоторых мы даже сажали в картер. Картер у нас был.
но все было по распоряжению следователей. А у нас было 3 дежурных, которым мы подчинялись, мы так сменой работали. И дежурные нам давали команду, вот этому не давать спать, вот этому посадить в карцер. Вот такие были указания нам от дежурных. А дежурных кто был? Я вам говорил уже, Коба, Ермолаев и Яковлев. 3 дежурных было. И вот, расстрел возили, была одна машина, называли «Черный ворон», у которой вмещалось по 3 кабины направо и налево. Ну, одна для сидения сопровождающего. Ну, она уходила по одному, но мы пихали по 2 человека. Это человек 12. Но одно время я видел, когда мы доставляли на машину, которая была грузовая машина, 3-тонная, бросали просто как навалом. Связанные руки были у людей, мы навалом их бросали и возили их расстреливать. Я сам лично расстреливать не возил. Но равнять могилы после этого я ездил. Кто больше возил расстрелы, был Никитин такой, комендант. Он руководил всеми этими расстрелами. И после расстрела было столовая НКВД. Они приедут, ну и там, знаете что, ужинали. Ну, ужинали, сами знаете, с этой самой ужинали. С чем сам? С водкой ужинали, факс. Да. Возил мой хороший знакомый, хороший друг, Абрамчик по фамилии был. И я его расспрашивал, как они делали при расстрелах. Говорит, устраивали в ряд, спиной к яме, и стреляли их. Одни, говорят, кричали: да здравствуйте советская власть, а другие кричали: да здравствуй Сталин. Вот такие возрасты были. После этого этот Абрамчик был, он же был кладовщик вещей заключенных. А этот склад был наверху на 5-м этаже НКВД. И я заходил с него в этот склад, и у него было все накладные, он узнал, кого расстрелял, он накладную эту приберет, и эти вещи тоже прибирал. Давал мне часы, помню, и предлагал мне еще костюм, помню, предлагал, кое-что, но я больше ничего не взял, но все я помню взял. А вот если предложили бы участие там принять в расстреле, вы бы приняли? Принял. Приказ есть приказ. Я сам говорю, что я сам дрожал за себя, потому что я с одним выпил, сегодня назад его посадили. Я как написал заявление в увольнении, мне когда расстреляли, я сам дрожал, чтобы меня не расстреляли. А если сказали кого-нибудь расстрелять, может, я и поехал бы. Может быть. А что, равнять могилы, я ездил. Если бы раньше меня спрашивали, я вам тоже ничего не сказал бы. Потому что я давал подписку о неразглашении военной тайны. Это тайна была, понимаете, совершенно секретные эти дела. Многие дела, которые расследовались, причем материала было недостаточно, они шли на тройки. В тройку уходили министр МВД Беларуси, дальше работник ЦК и военный прокурор. В основном мера наказания определялась 8-10 лет или по первой категории. Первая категория — это высшая мера наказания. Расстрел. Вот говорят, враг народа. Вы же юрист, вы могли бы и правильно определить, враг народа или нет. Чем вы в этом руководствовались? Вот какой критерий был? Мы, когда работали уже в спецотделе,
мы установили, что это не враги народа, а были многие честные люди, которые участвовали в гражданской войне, которые участвовали в революции, старые коммунисты, завоевывали советскую власть, любили советскую власть. Однако они подвергались аресту, и никто не мог их освободить. А если кто-нибудь вмешивался, его тоже арестовали. Арест боялись? Ну, вы знаете, что мы очень рисковали. Мы тоже пошли бы на этой тройке. Потому что мы много знали. А вот время, когда человек много знал, его надо арестовать и уничтожить. Нельзя, чтобы он много знал, и чтобы кто-то мог знать еще. Все тут еще часами не до конца перагніло, все это вельмі цяжка ўспрынимать человеку. Відаць, гэта адбываецца гэтых самых з блізкімі людзьмі, калі памрэ блізкі чалавек і яго цалуюць у труне. Чалавеку збоку гэта цяжка зразумець, можа нават гадка. А калі памірае блізкі чалавек, то таких думак не ўзнікае. И вот тут отчувание не покидая, что это наш народ, наши люди, те вот селяне, те речи, вот мисочка лежит эмалированная, кубочки эмалированные, галеши, это вот бедные, это стоптанные чаровики, гузечки лежат жаночие, мужчинские, волосы жаночие трапляются. То все это такое, видите, отчувание некое трансцендентное возникает. То есть эти люди померли, их не остались рештки, а они вот дух их побач, вот побач з нами. Отчувание, ну, тяжко передать словами. Памятаем, у 60-х годах основная увага звярталася на репрессированных дзеячоў партии. Ось, там военная верхушка потерпела, партийная верхушка потерпела, рады партии поразили и так далее. Это правильно, але не закраналася важнейшага пытання, што ў асноўным то пацярпеў народ. Хто вызначаў такую палітыку? Хто? НКВД? Нічого падобнага. Хто спаборнічаў, хто больш ворагаў народа выдасць? На пленумах ды на з'ездах. Хто спаборнічаў? Партыйная верхушка ў першую чаргу. Так, яны самі сябе адпраўлялі у ямы. А народ? Я лічу, что вот кожны з гэтых вот невінаватых людзей, вот этих селян, якіх у бахілах, ён больш заслугоўвае гістарычнай памяці і асэнсавання, чым той партыйны лідар, які прадаваў другіх, які гэтую палітыку падтрымліваў і потым сам аказаўся ў гэтай яме. Это барацьба павукоў банцы, а гэта людзі нешчасныя, вот гэта афяры. Всего было извлечено более 200 гильз и пуль, и все они принадлежат патронам револьвер «Наган». Это чисто наше оружие, только у нас оно, так сказать, находилось на вооружении. И это свидетельствует о том, что именно вот эти патроны «Рев-Наган», они не используются больше ни в каком другом оружии. И что интересно, маркировка на вот этих всех гильзах, начиная с 1928 года и кончая 1939. Здесь же был обнаружен и вот этот предмет. Но вы видите сами, что это сохранившаяся часть женского
капронового чулка. В этом же захоронении были обнаружены женские перчатки. Видите, сохранились они довольно-таки хорошо, размер маленький. Это дает возможность судить, что это перчатки женские. И здесь же была обнаружена часть соски детской. Как она попала туда? Трудно, конечно, судить, но, скорее всего, что в какой-то женской одежде находилась отсюда и попала вместе в захоронение. Муштуки, а их обнаружено 8. Все муштуки заводского изготовления. Имеется надпись на одном на французском языке, на одном на английском языке. Много было обнаружено во время раскопок обуви. Много резиновой обуви было изготовлено на ленинградской фабрике «Красный треугольник», на московской фабрике «Красный богатырь» с маркировкой «Made in Poland», то есть изготовленных в Польше. Попадалась обувь, которая изготовлена в Германии, в Чехословакии. В одном из захоронений все предметы были с маркировкой иностранных государств. Зубные щетки, маркировка Франции, Чехословакии, Польши, расчески, в основном Австрия производства. Или это случайность, или действительно какая-то определенная группа лиц, может быть, иностранного происхождения, я тут точно утверждать не берусь, но попала вот в одно и то же захоронение. Я, как говорится, каждую вещь эту перекрутил и под микроскопом, и промывал, и прочищал. Они по 10 раз у меня в руках были. Конечно, мое мнение, что, безусловно, это время репрессий. Не было больш злочинной организации, чим та организація, яка заснована на ідеології марксизму, ленінізму, сталінізму, маїзму. Яны залили кров'ю половину планети. Яны знищили цілі народи, розтоптали культуру, розтоптали нашу релігію, нашу мораль. Але чалавек моцна зроблены Богом. Мы адраджаемся и адродзімся, и гэтая цёмная сила спадзе. И толькі тады, калі прадстаўнікі яе выканаюць 4 патрабаванні, толькі тады ёсць нейкая магчымасць для гістарычнага існавання гэтай партыі. Я назову гэтыя 4 патрабаванні. Першае – гэта асэнсаванне гістарычнага шляху і граху. Другое – это покаяние у грехах. Третье – это суд. Суд над конкретными злочинцами, які знищали народ, які топтали наших людей, які створили куропаты. И четвертое потребование – это отмова от злочинной идеологии, от античеловечей идеологии. Коли это будет выконано, только тады ёсць нейкія перспектывы. На сённяшні дзень гэтая партыя на першай стадыі, яна толькі асэнсоўвае. Дык трэба ёй дапамагчы хутчэй асэнсаваць і прайсці гэтыя 4 этапы, таму што у яе руках уся ўлада, а ўлада гэта павінна належыць народу. Мы павінны выйсці з гэтага стану як дастойныя людзі. Мы павінны выйсці да нашай культурнай будучыні. И мы выйдем, есть уся надея. Живе Беларусь! Вы знаете, что я сама очень раскаиваюсь, что с Поздняком с этим связалась. Я боюсь.
Боюсь. С чем черт не шутит. Жизнь, как дышла. Тут так, тут чье вышло, черт его знает. Вот поймите, вот тут и образовался и Народный фронт, и тут коммунисты свое требуют, Народный фронт свое требует. Я не могу понять. Вы понимаете, я боюсь даже лишнее такое вот это рассказывать. Вы понимаете это или нет? Вы поймите меня правильно. Ну вот, люди проговаривались все же. Чего их расстреливали? Вы можете понять? Понимаете, что я вот и так, и на партию, и за партию, я не могу сказать. Но что же это были за коммунисты, если они так уничтожали людей? Как можно? И в голове не укладывается, вы понимаете? Не укладывается в голове. Миром Господу помолимся, в покаянии души усопших рабов Твоих, все невинно убиенных, имена их же Ты, Господи, веси. Будь Бог учинит души их, и где же праведни упокояются. Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов их, у Христа, бессмертного Царя и Бога нашего, просим. Господу помолимся. Яко Ты воскресение, живот и покой усопших раб Твоих, с ден невинно убиенных, их же имя Ты, Господи, веси. Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.